В середине октября 2003 года, когда Николай Танаев ставил свою подпись под постановлением правительства номер 567, в здании на улице Абдрахманова царила абсолютная тишина. Этот документ с грифом «Для служебного пользования» содержал всего 37 страниц машинописного текста, но значение его было таково, что даже секретари вышли из кабинета. Соглашение о разделе продукции золоторудного месторождения Кумтор, так звучало его официальное название. Но те несколько человек, которые знали содержание каждого параграфа, понимали, это не просто юридический документ. Это ключ к золотому сердцу Кыргызстана, который премьер-министр передавал в руки канадской корпорации Center Gold. Нулевой налог на экспорт драгоценного металла до 2016 года. Полное освобождение от экологических штрафов. Право вывозить прибыль без ограничений. И подпись Танаева, размашистая, уверенная, легализовала все это одним росчерком синего стержня. Но что заставило премьера подписать документ, который позже назовут предательским соглашением? И почему через 2 года после этого события он навсегда покинет страну, оставив за спиной горящую столицу и разграбленные архивы? Сегодня, спустя почти 2 десятилетия, когда золотые потоки Кумтора наконец вернулись в руки кыргызского государства, мы раскрываем тайну тех документов, которые Николай Танаев подписывал за закрытыми дверями своего кабинета. Бывшие чиновники его правительства, которые молчали 20 лет, наконец соглашаются говорить, и то, что они рассказывают, объясняет не только экономическую катастрофу страны, но и механизм, по которому природные богатства целого народа переходили в карманы иностранных корпораций. Архивы Государственной службы национальной безопасности, рассекреченные после национализации 2021 года, содержат копии внутренних служебных записок, где чиновники Министерства финансов умоляли Танаева не ставить подпись под кабальными условиями. Их аргументы были математически точны: страна теряет минимум $500 миллионов ежегодно. Но премьер-министр игнорировал эти расчеты с холодной методичностью человека, который либо получил приказ свыше, либо имел личную заинтересованность в сделке. Существовала ли третья сила, контролировавшая каждое его решение? Имя этой силы всплывает в каждом свидетельстве очевидцев: президент Аскар Акаев, человек, который в 90-х заложил основы кумторской схемы и который после тюльпановой революции 2005 года, как и Танаев, нашел убежище в Москве. Чтобы понять масштаб того, что произошло в октябре 2003-го, нужно представить себе ледник на высоте 4000 метров над уровнем моря, окруженный пиками Тянь-Шаня. Именно там, над южным берегом озера Иссык-Куль, канадская компания начала добывать золото открытым способом с 1997 года. 732 тонны драгоценного металла — таковы были официальные запасы на момент национализации. Представьте, каждый килограмм этого золота стоил на мировом рынке около $60 тысяч, а значит, под ледниками Кумтора лежало богатство стоимостью более 40 миллиардов. И все это богатство, согласно документам, подписанным Танаевым, должно было покинуть Кыргызстан практически без налоговых отчислений. Но деньги — это только видимая часть цены. Невидимая часть — это ледник Давыдова, который за 25 лет добычи сократился на 70%, превратившись в мутное озеро с плавающими льдинами. Это цианид в воде, который после каждого дождя стекает вниз, к кишлакам, где люди пьют из родников. Это трещины в вечной мерзлоте, которые геологи находят все дальше от карьера. Все это было известно экспертам правительства, когда Танаев брал в руки синюю ручку. Существует фотография того момента, размытая, сделанная через приоткрытую дверь кабинета. На ней премьер-министр сидит за массивным столом красного дерева, перед ним развернута папка с документами, а справа, едва заметный в тени, стоит мужчина в сером костюме. Лицо этого человека никогда не удалось идентифицировать, в списках присутствовавших на подписании его нет. Но те, кто видел эту фотографию, утверждают, этот теневой посетитель появлялся в здании Белого дома несколько раз в месяцы, предшествующие подписанию. Он приезжал поздним вечером, его не регистрировали на входе, охрана получала приказ не замечать. Один из бывших сотрудников службы безопасности правительства вспоминает, как однажды этот визитер провел в кабинете Танаева больше 4 часов, и когда вышел, премьер выглядел так, словно услышал нечто непоправимое. Кем был этот человек, представителем канадской корпорации, эмиссаром президента Акаева или кем-то еще более влиятельным?
И какие аргументы он использовал, чтобы убедить Танаева поставить подпись под документом, который впоследствии обойдется стране в $5 миллиардов упущенной прибыли. После подписания постановления номер 567 события начали развиваться с пугающей скоростью. Уже через месяц Министерство финансов получило первые отчеты Центрголд, золото вывозилось самолетами в Швейцарию, там переплавлялось и продавалось на международных биржах. Кыргызстан получал символические дивиденды, которые едва покрывали расходы на содержание правительственных инспекторов на руднике. Но самое страшное происходило не в финансовых сводках, а в горах. Экологи, которых не пускали на территорию месторождения, фиксировали изменения по спутниковым снимкам НАСА, ледник исчезал прямо на глазах, карьер расширялся, и уже были видны следы тяжелых металлов в реках, стекающих к Иссык-Кулю. Счетная палата Кыргызстана начало внутреннее расследование и к 2012 году зафиксирует ущерб в $2 миллиарда, но это будет потом, когда Танаева уже не будет в стране. А пока, в 2004-м, премьер-министр продолжал подписывать новые соглашения с канадцами, каждая из которых углубляла кабалу. Словно невидимая рука направляла его действия. Кто же был кукловодом? Имя Оскара Акаева звучит в каждом разговоре о Кумторе с той же неизбежностью, с какой упоминают создателя системы, когда говорят о ее последствиях. Президент, пришедший к власти в 1990 году на волне демократических надежд, к середине 90-х уже выстраивал схемы, которые позже назовут семейным капитализмом. Именно Акаев в 1997 подписал первое соглашение с канадской Caermico компанией, которая позже трансформируется в Центрголд. Тогда он пообещал иностранным инвесторам стабильность и нулевые налоги на 10 лет, и слово свое сдержал. Когда в 2002-м Танаев стал премьером, Акаев уже полностью контролировал все, что касалось Кумтора. Свидетели из президентской администрации тех лет вспоминают, ни одно решение по руднику не принималось без личного одобрения главы государства. Танаев был исполнителем, технократом, который ставил подписи там, где ему указывали. Но означает ли это, что премьер-министр был лишь марионеткой, лишенной собственной воли и личной выгоды? Или за его внешней покорностью скрывался расчет человека, который понимал, сегодня он подписывает бумаги, а завтра сможет спокойно жить в московской Рублевке на доходы, происхождение которых никто никогда не проверит? Ответ на этот вопрос кроется в финансовых потоках, следы которых всплыли много лет спустя в утечке документов, известной как «Панамские бумаги» 2016 года. Там, среди тысяч офшорных схем, обнаружились компании, связанные с именами людей из ближайшего окружения Акаева, и несколько косвенных упоминаний фигурантов, которые работали в правительстве Танаева. Прямых доказательств личного обогащения премьера нет до сих пор, но есть логика обстоятельств. Человек, который подписывает соглашение на миллиарды, прекрасно понимает, что происходит. И когда в марте 2005 года по Бишкеку прокатилась волна тюльпановой революции, Танаев не стал защищать режим, не стал объясняться с народом. Он просто сел в самолет и улетел в Москву, где прожил следующие 16 лет в элитном жилом комплексе, стоимость квартир в котором начинается от нескольких миллионов долларов. Совпадение? Или закономерный финал истории о человеке, который выбрал комфорт в обмен на молчание? Чтобы понять, как работала система, созданная Акаевым и реализованная Танаевым, нужно заглянуть в будни премьер-министра тех лет. Внешне все выглядело безупречно. Каждое утро черный правительственный «Мерседес» подъезжал к особняку на улице Токтагула, где жил Танаев, ровно в 8 часов утра. Премьер выходил, всегда в темном костюме, всегда с дипломатом в руке, всегда с лицом, на котором не прочитать эмоций. Он садился на заднее сиденье, охрана закрывала дверь, и кортеж ехал к Белому дому через город, где средняя зарплата в те годы составляла около $50 в месяц. В его дипломате лежали документы, каждый из которых стоил дороже, чем заработают за жизнь сотни тысяч жителей страны. Постановление о налоговых льготах для Центр, распоряжение о передаче земельных участков под нужды рудника, согласование экологических экспертиз, которые чудесным образом не находили никаких нарушений. Все это Танаев подписывал в течение рабочего дня, между совещаниями с министрами и встречами с иностранными делегациями. А вечером, когда солнце садилось за горы, он возвращался в свой особняк, где прислуга уже накрывала ужин на фарфоре, привезенном из Европы. Но была и другая жизнь, та,
о которой не знали даже близкие коллеги. Несколько раз в месяц, обычно в пятницу вечером, премьер отправлял охрану домой и говорил водителю, что сегодня поедет сам. Куда он ездил в эти вечера, официальных записей нет. Но один из бывших сотрудников службы безопасности, который следил за ним на расстоянии по приказу президентской администрации, вспоминает странную деталь: Танаев всегда направлялся в один и тот же район на окраине Бишкека, где стояло ничем не примечательное двухэтажное здание без вывесок. Это здание принадлежало частной охранной компании, которая, как позже выяснилось, обслуживала офисы Центрголд в Кыргызстане. Премьер заходил внутрь, и свет в одном из окон второго этажа горел до глубокой ночи. Что происходило на этих встречах? Передавались ли конфиденциальные документы правительства представителям канадской корпорации? Или обсуждались детали финансовых схем, которые позволяли выводить прибыль через офшоры? Свидетель утверждает, что однажды видел, как из здания вышел мужчина с кейсом, сел в машину с дипломатическими номерами и уехал в сторону аэропорта. На следующий день в правительстве был подписан очередной указ, снижающий экологические требования к работе Кумтора. Публично Танаев оставался образцом лояльного технократа. На пресс-конференциях он говорил правильные слова о привлечении иностранных инвестиций, развитии горнодобывающей промышленности, создании рабочих мест. Когда журналисты спрашивали о финансовых потерях страны, он отвечал цифрами, которые готовили ему аналитики Министерства экономики, цифрами, скорректированными так, чтобы картина выглядела благополучной. Но в узком кругу, когда камеры выключались и репортеры расходились, премьер позволял себе другие высказывания. Один из бывших министров его кабинета, который согласился говорить при условии анонимности, вспоминает разговор после очередного заседания правительства в 2004 году. Танаев, уже зная, что страна недополучает сотни миллионов долларов ежегодно, произнес фразу, которая шокировала присутствующих: «Мы делаем то, что необходимо для стабильности». Если народ хочет демократию и свободу слова, пусть платит за это бедностью. Или пусть примет правила игры, которые диктуют те, у кого есть капитал. Эти слова, сказанные за закрытыми дверями, раскрывают философию человека, который рассматривал управление страной как сделку между элитами, где народ — лишь статистическая величина, которую можно игнорировать. Именно в этот период в его жизни появляются детали, указывающие на двойные стандарты. Пока Танаев публично призывал граждан затянуть пояса из-за экономического кризиса, его семья внезапно обзавелась недвижимостью в России. Сначала это была квартира в Москве в районе Арбата, затем загородный дом под Подмосковьем. Откуда у премьера, чья официальная зарплата составляла несколько сотен долларов в месяц, появились средства на покупку объектов стоимостью в сотни тысяч? Журналисты задавали этот вопрос неоднократно, но каждый раз получали ответ от пресс-службы: источник доходов — законная предпринимательская деятельность родственников. Какая именно деятельность, не уточнялось. Но люди, которые работали в те годы в правительстве, понимали, система устроена так, что у тех, кто принимает решения о миллиардных контрактах, всегда найдутся родственники-предприниматели, которые вовремя окажутся в нужном месте с нужными связями. Это не коррупция в юридическом смысле, это симбиоз власти и капитала, где границы между государственной службой и личной выгодой размыты до неразличимости. Ключевой момент в понимании двойной жизни Танаева — его отношения с президентом Акаевым. Формально премьер подчинялся главе государства, но фактически он был частью узкого круга, который называли «семья». В этот круг входили родственники Акаева, несколько олигархов, контролировавших ключевые отрасли экономики, и руководители силовых структур. Танаев был техническим исполнителем воли этой группы, человеком, который подписывал бумаги, легализующие решения, принятые в кулуарах. Но у него была и своя роль, он создавал видимость законности. Каждое постановление, каждое соглашение проходило через парламент, получало визы юристов, публиковалось в официальных изданиях. Внешне все выглядело как демократический процесс. Но те, кто видел систему изнутри, знали, это была тщательно выстроенная декорация, за которой скрывался механизм перераспределения национального богатства в пользу узкой группы людей. И Танаев был не жертвой этой системы, а ее сознательным архитектором на уровне правительства. Существует эпизод, который раскрывает истинное лицо премьера больше, чем все его публичные выступления.
В 2004 году, когда протесты против режима Акаева начали набирать силу на юге страны, группа экологических активистов попыталась прорваться к зданию правительства с требованием остановить расширение карьера на Кумторе. Они принесли с собой фотографии уничтоженных ледников, образцы загрязненной воды, петицию с несколькими тысячами подписей. Танаев согласился на встречу, жест, который казался проявлением открытости власти. Активисты вошли в его кабинет с надеждой, что их услышат. Премьер выслушал их 10 минут, кивая и делая пометки в блокноте. А затем произнес речь, которую один из участников встречи записал на диктофон и которая позже попала в независимые медиа. Танаев сказал: «Вы приходите сюда с фотографиями льда, который тает. Но вы не понимаете, что это и есть цена развития. Каждая тонна золота, добытая на Кумторе, это зарплаты, дороги, школы. Если мы остановим рудник, страна обанкротится через полгода. Вы готовы взять на себя эту ответственность?» Активисты пытались возразить, приводили цифры потерянной прибыли, говорили об отравленных реках. Танаев слушал с выражением вежливого безразличия, а затем встал и завершил встречу словами: «Спасибо за ваше мнение. Мы его учтем». Больше он их никогда не принимал. Эта встреча обнажила главный парадокс личности Танаева. Он был одновременно рациональным технократом, который понимал экономические реалии, и циничным функционером, для которого человеческие судьбы и экологические катастрофы были лишь абстрактными категориями в балансовых отчетах. Он мог с одинаковой убедительностью говорить о национальных интересах и подписывать соглашения, которые этим интересам противоречили. Он мог жить в роскоши и призывать народ к экономии. Он мог публично клясться в верности стране и тайно готовить запасные аэродромы для бегства. Кем же был этот человек на самом деле? Предателем, который сознательно продавал ресурсы Родины, или прагматиком, который играл по правилам системы, не имея реальной власти ее изменить? И главное, знали ли те, кто стоял рядом с ним в правительстве, о его двойной игре? Или все они были частью одного большого спектакля, где каждый актер играл свою роль, прекрасно понимая, что занавес рано или поздно упадет? Природа не прощает предательства. Эта истина проявилась на Кумторе с жестокой наглядностью уже через несколько лет после подписания ключевых соглашений. Первые тревожные сигналы поступили в Министерство экологии в 2006 году, когда независимые геологи, работавшие по контракту с международной организацией, обнаружили трещины в леднике Давыдова. Ледник, который тысячелетиями лежал неподвижной массой на высоте более 4000 метров, начал разрушаться. Спутниковые снимки НАСА показывали процесс в динамике. Каждый год площадь ледяного покрова сокращалась на несколько квадратных километров. К 2012 году исчезло уже 70% первоначальной массы. На месте вечных снегов образовалось мутное озеро с плавающими айсбергами, вода в котором содержала следы тяжелых металлов и цианида, химиката, который Сентер использовала для извлечения золота из руды. Экологи били тревогу, писали доклады, требовали остановки работ. Но их голоса тонули в бюрократических коридорах, где чиновники, назначенные еще при Танаеве, продолжали подписывать разрешения на расширение карьера. То, что происходило с ледником, было не просто экологической катастрофой, это была медленная смерть целой экосистемы. Реки, берущие начало из ледника, текли вниз по горным склонам, мимо пастбищ, где пасся скот, мимо кишлаков, где люди брали воду для питья. В 2012 году впервые зафиксировали массовый падеж скота в районах, расположенных ниже по течению от рудника. Анализы показали повышенное содержание мышьяка и свинца в тканях животных. Местные жители начали жаловаться на странные болезни, кожные высыпания, проблемы с дыханием, случаи онкологии, частота которых значительно превышала средние показатели по стране. Правительство создало комиссию для расследования, но ее выводы оказались предсказуемыми. Прямой связи между деятельностью рудника и ухудшением здоровья населения не установлено. Эта фраза, написанная языком бюрократов, скрывала правду, которую боялись произнести вслух: государство стало соучастником преступления против собственного народа. И все это время золото продолжало течь из недр Кумтора в сейфы швейцарских банков. 732 тонны драгоценного металла, добытые за 25 лет, превратились в цифры на счетах канадской корпорации.
А Кыргызстан получил то, что получают все страны, продавшие свои богатства за обещание развития, отравленную землю, умирающие ледники и поколения людей, которые будут расплачиваться за решения, принятые в закрытых кабинетах теми, кого они никогда не выбирали. Но кто-то должен был ответить за все это. Кто-то должен был стоять перед народом и объяснить, куда делись миллиарды, почему реки стали ядовитыми, почему дети в горных кишлаках болеют раком. Этим человеком мог бы стать Николай Танаев, премьер-министр, который подписывал документы, легализующие грабеж. Но когда в марте 2005 года толпы вышли на улицы Бишкека с требованием отставки режима Акаева, Танаева уже не было в стране. Он улетел одним из последних рейсов, забрав с собой документы, которые так и не были обнародованы. Что было в этих документах? Почему их увезли в Москву вместо того, чтобы передать следствию? И самое главное, кто дал приказ Танаеву покинуть страну именно в тот момент, когда народ требовал ответов? Эти вопросы остаются без ответа по сей день. Но след ведет к одному имени, которое объединяет все нити этой истории — президент Аскар Акаев, человек, который создал систему, позволившую превратить национальное достояние в личное состояние узкой группы людей. И чтобы понять, как эта система работала, нужно вернуться к началу, к тому моменту, когда молодой математик из Кыргызстана впервые поставил подпись под документом, который изменит судьбу целой страны. 1997 год стал точкой невозврата для Кыргызстана, хотя мало кто понимал это в тот момент. Президент Аскар Акаев, блестящий математик и физик, человек, который пришел к власти на волне демократических надежд, сидел в своем кабинете на третьем этаже президентского дворца и изучал документ, принесенный представителями канадской компании Cameco. Перед ним лежало соглашение на 183 страницы на английском языке, с приложениями, схемами, финансовыми расчетами. Суть была проста. Канада получает право разрабатывать месторождения кумтор на условиях, которые в международной практике называют колониальными. Нулевые налоги на экспорт золота в течение 10 лет. Освобождение от экологических штрафов. Право вывозить прибыль без ограничений. В обмен — обещание инвестиций, создание рабочих мест и передачи технологий. Акаев читал документ несколько дней, делал пометки на полях, совещался с узким кругом советников. И в конце концов поставил подпись, которая запустила механизм, приведший к потере $5 миллиардов за следующие 25 лет. Что заставило умного, образованного человека принять решение, последствия которого были очевидны любому экономисту. Кто стоял за его спиной, нашептывая аргументы о необходимости привлечения иностранных инвестиций? И самое важное, понимал ли Акаев в тот момент, что подписывает не просто экономический контракт, а приговор своей собственной политической судьбе? До последней минуты я верил, что президент играет в долгую игру, что у него есть план вернуть контроль над Кумтором, говорит бывший заместитель министра финансов Кыргызстана, который работал в администрации Акаева с 1992 по 2004 год. Этот человек, которого мы назовем Тимур, согласился на интервью после 20 лет молчания, при условии, что его настоящее имя не будет раскрыто. Руки Тимура дрожат, когда он достает из сейфа папку с пожелтевшими документами, копии служебных записок, которые он писал президенту в конце 90-х, умоляя пересмотреть условия соглашения с канадцами. Я делал расчеты, показывал цифры, мы теряем минимум $300 миллионов ежегодно. Это были не предположения, это была математика. Но каждый раз, когда я приносил эти записки в администрацию президента, они возвращались с одной и той же резолюцией, принято к сведению. Без комментариев, без объяснений. Просто штамп и подпись секретаря. Тимур замолкает, глядя в окно своей московской квартиры, где он живет последние 15 лет. За эти годы он пытался понять логику решений, которые принимались наверху, пытался найти рациональное объяснение тому, что казалось безумием. И только недавно, читая рассекреченные материалы следствия по делу о коррупции в окружении Акаева, он начал складывать картину воедино. Ключ к пониманию лежал не в экономике, а в психологии власти. Акаев, придя к руководству страной в 1990 году, оказался в ловушке, которая захлопывается за каждым лидером постсоветской республики. Нужны деньги прямо сейчас, а ресурсов нет. Советская экономика рухнула, заводы стояли, бюджет был пуст.
И вот появляются люди в дорогих костюмах, представители транснациональных корпораций, и говорят: мы дадим вам инвестиции. Мы построим инфраструктуру. Вам нужно только подписать. Президент подписывает, получает кредиты, начинает строить дороги, выплачивать зарплаты бюджетникам. Народ видит результат и поддерживает лидера. Но через несколько лет выясняется, что инвестиции были не подарком, а кабалой. Золото уходит из страны тоннами, а в бюджет капают символические дивиденды, которых едва хватает на обслуживание новых долгов. К тому моменту, когда это становится очевидно, изменить уже ничего нельзя. Соглашения подписаны на десятилетия вперед, международные арбитражи защищают интересы корпораций, а попытка разорвать контракты обернется судебными исками на миллиарды. Акаев попал в эту ловушку одним из первых среди лидеров Центральной Азии. И вся его последующая политика была попыткой удержать баланс между интересами иностранных инвесторов и нарастающим недовольством народа. Тимур вспоминает эпизод, который произошел в 1999 году, когда стало ясно, что Центр выводит из страны гораздо больше золота, чем декларирует в отчетах. Группа аналитиков Министерства финансов провела независимое исследование, сравнив данные таможни с публичной отчетностью компании. Разница составила около 20%, миллионы долларов, которые исчезали в офшорных схемах. Тимур лично представил доклад президенту на закрытом совещании. Акаев слушал молча, лицо его было непроницаемым. Когда я закончил, он задал один вопрос: сколько у нас времени до следующего транша кредита от Всемирного банка? Я ответил: 3 месяца. Он кивнул и сказал: если мы обвиним Центр в нарушениях, Всемирный банк заморозит кредит, а без этих денег мы не выплатим зарплаты учителям и врачам. Можете ли вы взять на себя ответственность за социальный взрыв? Я не смог ответить. И доклад был положен в сейф, где он лежал до переворота 2005 года. Эта история показывает механизм, по которому даже честные чиновники становились соучастниками системы. Каждый знал о проблеме, но никто не мог ее решить без риска обрушить всю хрупкую конструкцию государства. Но было и другое измерение этой истории, измерение, о котором Тимур узнал случайно и которое заставило его покинуть Кыргызстан навсегда. В 2003 году, за несколько месяцев до того, как Танаев подписал постановление номер 567, Тимура вызвали на встречу в загородную резиденцию президента. Это была неформальная беседа, без протоколов и свидетелей. Акаев сидел в кресле у камина, выглядел усталым и постаревшим. Он говорил не как президент, а как человек, который несет невыносимую ношу. Он сказал мне: «Тимур, ты умный человек, ты понимаешь цифры. Скажи честно, сколько у нас осталось времени?» Я не понял вопроса. Тогда он объяснил: сколько лет мы можем держаться на этих условиях с канадцами, прежде чем народ поймет, что мы продали страну. Я попытался успокоить его, сказал что-то о необходимости диверсификации экономики, о новых проектах. Но он перебил меня: не надо. Я знаю правду. Мы все знаем. Вопрос только в том, кто из нас ответит, когда придет время. Тимур до сих пор помнит выражение лица Акаева в тот момент. Это было лицо человека, который уже знает свой приговор, но продолжает играть роль, потому что отступать некуда. Эта встреча открыла Тимуру глаза на нечто более глубокое, чем просто коррупция или некомпетентность. Акаев не был злодеем, который сознательно грабил страну ради личной выгоды. Он был трагической фигурой, умным, образованным лидером, который попал в систему, где правильных решений не существует. Каждый его выбор был выбором между двумя катастрофами: либо продолжать соглашение с Центр и терять миллиарды, либо разорвать контракты и обрушить экономику. Либо держаться за власть и становиться все более авторитарным, либо уйти и отдать страну на растерзание кланам, которые начнут войну за контроль над Кумтором. Акаев выбрал первое и проиграл. Но мог ли он выбрать иначе? И если бы на его месте оказался другой человек, более честный, более смелый, более принципиальный, изменилось бы что-нибудь? Или система перемалывает всех, кто пытается ей противостоять, превращая идеалистов в циников, а циников в соучастников? Весной 2004 года в организме президента Оскара Акаева начали происходить изменения,
которые его личный врач Марат Асанов фиксировал в строго конфиденциальном медицинском журнале. Повышенное давление, которое не снижалось даже при увеличении дозы лекарств. Боли в груди, возникавшие после каждого стрессового совещания. Нарушения сна, переходящие в хроническую бессонницу. Акаеву было 60 лет, и внешне он выглядел бодрым, энергичным лидером, каким и должен выглядеть президент перед камерами. Но в кабинете доктора Асанова, расположенном в закрытом медицинском центре на территории президентской резиденции, он позволял себе снять маску. Врач вспоминает, как во время одного из обследований в июне того года Акаев вдруг спросил: «Марат, скажи честно, сколько у меня осталось, если я продолжу в таком темпе?» Асанов попытался уклониться от прямого ответа, но президент настоял: «Я хочу знать правду». Не как пациент, а как человек, которому нужно планировать. Врач вздохнул и произнес приговор: при таком уровне стресса и отсутствии отдыха 5, может быть 7 лет. Если не произойдет что-то, что позволит вам снизить нагрузку. Акаев усмехнулся: снизить нагрузку в моей ситуации можно только одним способом — уйти. Но если я уйду, они разорвут страну на части. Он не уточнил, кто такие они, но врач понял, президент говорил о кланах, о силовиках, о тех, кто уже точил ножи в ожидании момента слабости. Медицинские записи доктора Асанова, часть которых попала в руки следователей после переворота 2005 года, раскрывают картину, о которой не знал никто, кроме узкого круга приближенных. Акаев принимал коктейль из 7 различных препаратов: бета-блокаторы для сердца, снотворное, лекарство от язвы желудка, которое обострилось на фоне стресса. Но самое тревожное было не в списке медикаментов, а в записях о психологическом состоянии пациента. В графе «Особые наблюдения» за август 2004 года врач написал: пациент демонстрирует признаки параноидального синдрома. Жалуется на ощущение постоянной слежки. Утверждает, что телефонные разговоры прослушиваются даже в семейном кругу. Отказывается принимать пищу, приготовленную дворцовыми поварами, и ест только то, что готовит жена собственноручно. Рекомендована консультация психиатра, но пациент категорически отказывается. Эти строки, написанные медицинским почерком в закрытом журнале, который никогда не предназначался для посторонних глаз, показывают превращение человека под прессом власти, от уверенного лидера к затравленному зверю, который видит врагов в каждой тени. Параноидальные подозрения Акаева не были беспочвенными. К 2004 году вокруг него сжималось кольцо. На юге страны набирал силу протестное движение, которое открыто требовало его отставки. Оппозиционные политики, которых он когда-то считал маргиналами, объединялись в коалицию. Международные организации публиковали доклады о коррупции и авторитаризме в Кыргызстане. Но самое опасное происходило внутри его собственной команды. Люди, которым он доверял, начинали отдаляться, искать контакты с оппозицией, готовить запасные варианты для себя. Акаев чувствовал это кожей, замечал в мелочах, в том, как задерживается ответ на его звонок, как избегают прямого взгляда на совещаниях, как вдруг забывают пригласить на важную встречу. Один из бывших сотрудников администрации президента вспоминает совещание в сентябре 2004-го, когда Акаев внезапно прервал доклад министра внутренних дел и спросил: «Кто из вас уже договорился с Феликсом Кулова?» Повисла мертвая тишина. Кулов был одним из лидеров оппозиции, находился в тюрьме по обвинению в коррупции, но все понимали, что он может стать ключевой фигурой в случае смены власти. Никто не ответил на вопрос президента. Акаев обвел взглядом кабинет и произнес: «Молчание — тоже ответ». После этого совещания 3 министров были отправлены в отставку. Но увольнение неугодных не останавливало распад системы, оно лишь ускоряло его. Каждая отставка создавала нового врага, каждая попытка ужесточить контроль вызывала новую волну недовольства. К концу 2004 года Акаев оказался в ситуации, которую психологи называют «ловушкой тирана». Чем больше он пытался удержать власть, тем быстрее она ускользала. Его здоровье продолжало ухудшаться, врач настаивал на полном обследовании в московской клинике, но президент отказывался покидать страну даже на несколько дней. «Если я уеду хотя бы на неделю, они устроят переворот», — говорил он доктору Асанову.
Эта фраза повторялась в медицинских записях с пугающей регулярностью, превратившись из разумной предосторожности в навязчивую идею. Акаев начал видеть заговоры там, где их не было, подозревать в предательстве даже членов семьи. Его дочь, которая занимала влиятельный пост в дипломатической службе, вспоминает, как отец однажды обвинил ее в том, что она передает информацию западным дипломатам. Обвинение было абсурдным, но в тот момент президент был абсолютно серьезен. Ему потребовалась неделя, чтобы осознать ошибку и извиниться, но трещина в семейных отношениях осталась. Медицинский кризис достиг пика в феврале 2005 года, за месяц до того, как события на улицах Бишкека выйдут из-под контроля. Акаев потерял сознание прямо в рабочем кабинете, его нашла секретарь, когда пришла с документами на подпись. Врачей вызвали немедленно, но все произошло в режиме абсолютной секретности, даже премьер-министр Танаев узнал о случившемся только через 2 дня. Диагноз был пугающим: гипертонический криз на фоне острого стресса, 1 шаг до инфаркта. Доктор Асанов поставил ультиматум: либо полный покой минимум на месяц, либо он не отвечает за последствия. Но покой был невозможен, в стране назревала революция, и каждый день бездействия президента приближал ее. Акаев отказался от госпитализации, увеличил дозу лекарств и продолжил работать, зная, что его тело разрушается с каждым днем. Это было не мужество и не самопожертвование. Это было отчаяние человека, который понял, он уже проиграл, но еще не готов признать поражение. Предательство пришло оттуда, откуда Оскар Акаев меньше всего его ожидал, из самого сердца его системы безопасности. 22 марта 2005 года, когда протестующие заполонили центр Бишкека, президент сидел в своем кабинете и пытался дозвониться командующему внутренними войсками. Телефон молчал. Он позвонил министру внутренних дел, трубку не взяли. Главе Национальной гвардии тоже молчание. И только тогда, когда за окном послышались крики толпы, приближающейся к зданию правительства, Акаев понял, его бросили те самые люди, которых он лично назначал, которым платил втрое больше обычных чиновников, которым доверял охрану своей жизни. Охрана исчезла первой. 5 человек из президентского эскорта, которые должны были стоять у дверей кабинета, просто ушли, не предупредив, не объяснив. Один из них позже скажет следователям: мы получили приказ покинуть здание. От кого был приказ, не скажу. Но все понимали, такой приказ мог отдать только кто-то из высшего командования силовых структур. Кто-то, кто решил, что корабль тонет, и прыгнул первым. Николай Танаев в тот момент находился не в Бишкеке, а в Москве, куда вылетел 2 днями ранее якобы на переговоры с российскими партнерами. Совпадение? Или расчетливый ход человека, который заранее знал, что произойдет, и обеспечил себе алиби? Бывший глава службы безопасности правительства, который находился рядом с Акаевым в те последние часы, вспоминает деталь, которая не попала ни в один официальный отчет. За день до отъезда Танаев вызвал его в свой кабинет и попросил обеспечить безопасность архива правительства. Когда охранник спросил, о каких конкретно документах идет речь, премьер ответил уклончиво: о тех, которые касаются Кумтора. Убедитесь, что они в надежном месте. На следующий день Танаев улетел, а еще через сутки начались беспорядки. Когда протестующие ворвались в здание правительства, они обнаружили, что архив с документами по золоторудному месторождению практически пуст, папки на месте, но внутри только незначительные бумаги. Ключевые соглашения, финансовые отчеты, переписка с Центр — все исчезло. Кто вынес эти документы и куда они попали, остается загадкой по сей день. Но самое болезненное предательство случилось в последний момент, когда Акаев уже покидал дворец через запасной выход. Рядом с ним шел человек, которого президент считал своим другом, министр обороны, служивший в администрации с 90-х годов. Они вместе прошли через коридоры, спустились в подвальный туннель, вышли к машине, которая должна была увезти их в аэропорт. И когда Акаев сел в салон, министр вдруг остановился. «Я не поеду», — сказал он просто. Президент не понял сразу. «Что ты имеешь в виду?» «Я остаюсь здесь. Мне нужно договориться с новой властью». Акаев смотрел на него несколько секунд молча, потом кивнул. «Значит, ты тоже».
Больше они не разговаривали. Машина уехала, увозя президента в изгнание, а министр обороны остался и через неделю получил пост в переходном правительстве. Эта история повторилась с десятками людей из окружения Акаева. Те, кто еще вчера клялся в верности, сегодня переобувались в прыжке, договаривались с новыми лидерами, меняли показания. Но почему? Что заставило людей, которые годами жили в системе, созданной президентом, предать его в самый критический момент? Ответ лежит не в моральных качествах конкретных персонажей, а в логике самой системы. Акаев построил власть на личной лояльности, а не на институтах. Он назначал людей не за компетентность, а за преданность. Он щедро платил своим сторонникам, но не создавал механизмов, которые заставляли бы их оставаться верными после его ухода. И когда стало очевидно, что президент падает, каждый из его людей сделал рациональный выбор — спасать себя. Некого осуждать за это, такова цена системы, где все держится на одном человеке. Когда этот человек слабеет, система рассыпается мгновенно. Танаев, находясь в безопасности Москвы, наблюдал за событиями по телевизору. Он не делал заявлений, не комментировал, не пытался вернуться и спасти режим. Он просто исчез из публичного пространства, как будто его никогда не было. А через несколько месяцев, когда новое правительство начало расследование коррупции предыдущей администрации, выяснилось, Танаев вывез из страны не только документы, но и значительные суммы денег, происхождение которых так и не удалось установить. Следствие замерло, упершись в стену молчания и отсутствие прямых улик. Премьер-министр, который подписывал соглашение на миллиарды, исчез в московской Рублевке, где прожил еще 16 лет в комфорте, недоступном большинству его сограждан. Мог ли кто-нибудь остановить эту цепь событий? Был ли момент, когда предательство еще можно было предотвратить? Или все было предрешено с того самого дня в 1997 году, когда Акаев подписал первое соглашение по Кумтору, запустив механизм, который неизбежно должен был привести к краху? И главный вопрос, который не дает покоя всем, кто пытается понять эту историю: если бы Танаев остался в стране, если бы он встал рядом с президентом в тот последний день, изменилось бы что-нибудь? Или его присутствие было бы лишь еще одной жертвой в системе, которая пожирала всех, кто оказывался в ее центре? Но за публичной драмой падения режима скрывалась другая реальность, реальность тайных сделок и закрытых встреч, о которых не знали даже близкие соратники главных действующих лиц. Представьте, вы — один из 7 человек, знавших все о сделке с Кумтором. Каждую строчку соглашения, каждый маршрут вывода золота, каждую цифру в офшорных счетах. Вы сидите за столом переговоров в закрытом особняке на окраине Бишкека, время — глубокая ночь января 2005 года, и человек напротив вас, Николай Танаев, говорит фразу, от которой холодеет кровь: если хотя бы один из нас заговорит, мы все пойдем под суд. Эта группа существовала реально. Ее никогда не называли вслух, в документах о ней нет ни слова, но каждый, кто работал в коридорах власти тех лет, знал, есть люди, которые принимают настоящие решения. Не министры, выступающие перед камерами. Не депутаты, голосующие в парламенте. А 7 человек, собиравшихся раз в месяц в доме, который официально принадлежал некоему бизнесмену Адилю Касымову, фактически контролировался службой безопасности президента. Кто входил в эту семерку? Танаев. Министр финансов Акылбек Жапаров, не путать с нынешним президентом. Глава Национального банка. 2 представителя Center Gold, приезжавших из Канады специальными рейсами. И еще 2, личности которых не установлены до сих пор, но бывший водитель Танаева клянется, один из них говорил с сильным русским акцентом и носил костюмы, которые в Бишкеке не продаются. Что заставляло этих людей собираться посреди ночи, когда город спал, а охрана перекрывала улицу в радиусе 200 метров от особняка? Какие решения принимались за теми стенами, где не было ни диктофонов, ни протоколов, ни свидетелей, кроме них самих? Один из участников той группы, назовем его Бакыт, сегодня живет в Стамбуле под измененным именем и согласился на разговор только при условии полной анонимности. Руки его дрожат, когда он достает из сейфа флешку с записями. Я знал, что рано или поздно придется рассказать эту историю. Иначе они найдут способ свалить все на мертвых.
Кто такие они, Бакыт не уточняет, но интонация говорит сама за себя. Люди, которые выиграли от падения режима Акаева, те, кто сегодня сидит в кабинетах и контролирует те же потоки золота, только уже от имени народа. Бакыт вспоминает первую встречу той «семерки», осень 2002 года, сразу после назначения Танаева премьером. Тогда еще казалось, что это обычное рабочее совещание по экономическим вопросам. Но атмосфера была странной, все сидели с выключенными телефонами, охрана проверила помещение на жучки, а Танаев начал разговор не с повестки дня, а с фразы: «То, что будет сказано здесь, не должно покинуть эту комнату. Никогда. Ни при каких обстоятельствах». И тогда на стол легли документы, настоящие цифры по Кумтору. Не те, что публиковались в отчетах, а реальные: сколько золота добывается, сколько уходит, сколько остается в стране. Разрыв между официальными данными и фактическими был чудовищным, страна теряла около $700 миллионов ежегодно. Бакыт помнит, как кто-то из присутствующих спросил: «И что мы должны с этим делать?» Танаев ответил просто: держать язык за зубами и выполнять то, что скажет президент. С тех пор встречи стали регулярными, каждое 15 число месяца, всегда в одном месте, всегда один и тот же ритуал. Приезжали поодиночке, в разное время, чтобы не привлекать внимания. Обсуждали детали реализации соглашений с Интер, распределяли потоки платежей, корректировали отчетность так, чтобы цифры выглядели приемлемо для международных аудиторов. Иногда появлялись представители канадской корпорации, всегда разные лица, всегда с дипломатическими паспортами. Они не задавали вопросов, только слушали и кивали. А потом золото продолжало течь из Кыргызстана в швейцарские хранилища, и никто из «семерки» не задавал лишних вопросов. Потому что каждый понимал, тот, кто усомнится, окажется лишним. Но к концу 2004 года атмосфера изменилась. На улицах начались протесты, оппозиция набирала силу, а в самой «семерке» появилась трещина. Бакыт помнит встречу в декабре, когда министр финансов впервые позволил себе усомниться: Николай Танаевич, может, стоит пересмотреть условия. Народ начинает понимать, что происходит. Танаев посмотрел на него так, что министр замолчал. Пересмотреть? Премьер говорил тихо, но каждое слово было как удар. Вы думаете, канадцы позволят нам пересмотреть что-либо? Вы думаете, Всемирный банк продолжит давать кредиты, если мы начнем менять правила игры? Вы хотите, чтобы страна обанкротилась через 3 месяца? Министр опустил глаза. Но семя сомнения было посеяно. К январю 2005 в группе уже двое начали искать пути отступления. Один тихо зондировал возможность переезда в Россию. Другой установил контакт с оппозицией, через посредников, конечно, но слухи дошли до Танаева. На последней встрече «семерки» 20 февраля, за месяц до революции, премьер был другим человеком. Лицо осунулось, под глазами темные круги, руки слегка дрожали, когда он разливал чай. Это был уже не уверенный технократ, а загнанный зверь, который чувствует приближение охотников. Он начал говорить, и Бакыт записал эту речь дословно: «Господа, мы все знаем, что происходит. Режим трещит. Акаев теряет контроль. Рано или поздно они ворвутся сюда и начнут искать виновных. И знаете, кого они найдут первыми? Нас. Потому что мы подписывали бумаги. Потому что наши имена в документах. Акаев уедет, канадцы спрячутся за адвокатами, а мы останемся один на один с разъяренной толпой». Повисла тишина. Потом кто-то спросил: «Что вы предлагаете?» Танаев достал из кейса конверты, по одному для каждого. Внутри банковские реквизиты, адреса, телефоны. Запасной аэродром. На случай, если придется уходить быстро. Под президентским дворцом в Бишкеке существовали туннели, о которых не знали даже архитекторы, проектировавшие здания в советские годы. Эти подземные коридоры построили в полной секретности в 90-х, якобы для технических нужд, фактически, как маршруты экстренной эвакуации первых лиц государства. Один туннель вел к зданию Министерства обороны. Другой —
к закрытой резиденции на окраине города. Третий, самый длинный, больше 2 километров, заканчивался у военного аэродрома Манас. Ключи от стальных дверей, запиравших входы в эти туннели, хранились только у начальника службы безопасности президента и лично у Оскара Акаева. Но в феврале 2005 года, когда напряжение в столице достигло предела, кто-то проверял эти маршруты каждую ночь. Охранники, дежурившие в подземных коридорах, вспоминают фигуру в темном пальто, которая появлялась после полуночи, шла по туннелям с фонариком, проверяла замки, осматривала запасные выходы. Лица в темноте разглядеть не удавалось, но походка была знакомой, размеренная, тяжелая, как у человека, который несет невыносимый груз. Кем был этот ночной посетитель? Свидетели расходятся в показаниях, одни утверждают, что это был сам Акаев, готовивший пути отступления. Другие называют имя Танаева, премьер якобы изучал маршруты, чтобы в случае кризиса успеть уничтожить особо секретные документы, хранившиеся в подземном бункере под правительственным зданием. Третья версия, самая зловещая, это был кто-то из тех, кто планировал переворот изнутри, человек, который заранее перекрывал пути бегства для президента. Правда так и не установлена, но факт остается фактом. Когда 24 марта Акаев попытался уйти через туннель к аэродрому, он обнаружил, что один из ключевых люков заварен изнутри. Кто-то намеренно перекрыл этот маршрут за несколько дней до переворота. Президенту пришлось искать другой путь, терять драгоценное время, и только чудо помогло ему добраться до самолета раньше, чем толпа ворвалась во дворец. Но туннели были не единственной тайной, скрытой в подземельях власти. Существовал еще один объект, о котором не знали даже члены правительства — архивохранилище. Обычные государственные архивы находились в здании на проспекте Эркиндик, доступ к ним имели историки и исследователи. Но документы, касающиеся Кумтора, хранились отдельно, в бункере глубиной 20 метров под служебным корпусом администрации президента. Железобетонные стены толщиной метр, стальная дверь с кодовым замком, система вентиляции, позволяющая находиться внутри несколько дней. В этом бункере лежали папки с грифом «Совершенно секретно», оригиналы соглашений Сентер, финансовые отчеты, которые никогда не публиковались, переписка президента с представителями канадской корпорации, досье на членов правительства, участвовавших в сделках. Всего 417 дел, 38 тысяч страниц документов. Это был полный архив кумторской аферы, доказательная база, которая могла отправить десятки людей за решетку на долгие годы. 19 марта 2005 года, за 5 дней до революции, в этот бункер спустилась группа из 4 человек. Охрана не зафиксировала их имен, они прошли по специальному пропуску, который выдавался только высшим чиновникам. Видеокамер в бункере не было из соображений секретности. Но технический персонал, обслуживавший систему вентиляции, заметил странную деталь. В тот вечер вентиляторы работали на максимальных оборотах несколько часов подряд, словно внутри что-то горело. На следующий день главный архивариус, имевший доступ к хранилищу, спустился вниз для плановой проверки и обнаружил, что почти треть документов исчезла. Не просто изъято, уничтожено. На полу валялись обгоревшие обложки папок, в металлическом баке — пепел. Кто-то методично сжег все документы, касающиеся финансовых схем вывода золота, договоры о распределении прибыли, акты передачи средств на офшорные счета, служебные записки с расчетами реальных потерь бюджета. Осталось только то, что можно было показать публике без опасений, общие протоколы, публичная отчетность, ничего компрометирующего. Архивариус поднялся наверх в шоке и попытался доложить руководству, но его никто не стал слушать, в столице уже начинались беспорядки, всем было не до архивов. Он написал служебную записку, положил ее в сейф и уехал из города, спасаясь от хаоса. Записку обнаружили только через 2 месяца, когда новое правительство начало инвентаризацию документов. К тому времени восстановить, кто именно спускался в бункер той ночью, было уже невозможно. Журналы посещений исчезли вместе с охранниками, которые внезапно уволились и уехали в неизвестном направлении. Но эксперты, изучавшие то, что осталось, сделали однозначный вывод — уничтожение было профессиональным. Сожгли только те документы, которые содержали прямые доказательства личной причастности конкретных лиц к коррупционным схемам. Все остальное осталось нетронутым, чтобы не вызвать подозрений о масштабной зачистке.
это была работа людей, которые точно знали, что именно нужно спрятать. Танаев в те дни находился в Москве, и формально у него было алиби. Но следователи, работавшие над делом о коррупции в правительстве Акаева, обратили внимание на странную деталь. За 2 дня до поездки в Россию премьер вызвал к себе начальника архивной службы администрации и провел с ним закрытую встречу длительностью 40 минут. О чем они говорили, неизвестно, но сразу после этой встречи начальник архива получил недельный отпуск и уехал отдыхать на юг страны. Он вернулся только после революции, когда архив уже был частично уничтожен. Совпадение? Или тщательно спланированная операция по устранению улик? Существует еще одна версия, более зловещая. Некоторые эксперты полагают, что документы не были уничтожены полностью, а частично вывезены. Куда именно? В Москву, в Канаду, в офшорные юрисдикции? Зачем их было вывозить, если можно было просто сжечь? Ответ прост, как страховка. Человек, который контролирует компромат на десятки влиятельных персон, имеет власть даже в изгнании. Он может шантажировать, торговаться, требовать гарантий безопасности в обмен на молчание. И если эта версия верна, то где-то в сейфах Москвы или Торонто до сих пор лежат папки с документами, которые могли бы перевернуть всю историю Кумтора. Документы, которые назовут имена реальных бенефициаров, раскроют маршруты денег, покажут цепочки от подписи Танаева до счетов в швейцарских банках. Но пока эти папки не всплыли, правда остается погребенной под слоями лжи и умолчаний. Последний, кто видел архив в целом, тот самый архивариус, живет сегодня в Алматы и отказывается давать интервью. Но его коллеги передают фразу, которую он произнес, когда следователи спросили, можно ли восстановить уничтоженное. Даже если бы мы восстановили каждую страницу, это ничего не изменит. Потому что все, кто подписывал те бумаги, либо мертвы, либо неприкасаемы. А те, кто пришел им на смену, делают ровно то же самое, только под другими лозунгами. В этих словах горькая правда о системе, где смена власти не меняет правил игры, а только меняет игроков. После смерти Николая Танаева 22 ноября 2021 года в московской больнице от ковида болезни, которая стала универсальной отмазкой для списания неудобных смертей, его семья обнаружила нечто странное. Квартира в элитном жилом комплексе «Рублевка» оказалась оформлена не на самого Танаева, а на офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Банковские счета в российских банках были пусты, деньги вывели за несколько месяцев до смерти. Загородный дом под Подмосковьем формально принадлежал некоему Игорю Соколову, личность которого установить не удалось, скорее всего, подставное лицо. Все имущество, которое экс-премьер накопил за 16 лет жизни в России, было спрятано за корпоративными структурами так искусно, что даже близкие родственники не могли понять, кто реально владеет активами. Зачем человеку, который официально не занимал никаких постов после 2005 года, понадобилось такое сложное финансовое устройство? Кого он боялся? Или от кого прятал деньги? Ответ на этот вопрос начал проясняться, когда независимые журналисты из организации OCCRP опубликовали расследование под названием «Кумторгейт» в 2017 году. Они проследили цепочку финансовых транзакций от Центрголд к множеству офшорных компаний, часть из которых имела связь с людьми из окружения Акаева и Танаева. Прямых доказательств личного обогащения премьера документы не содержали, он был слишком осторожен, чтобы фигурировать в бумагах напрямую. Но косвенные улики выстраивались в четкую картину, деньги шли из Канады в Швейцарию, оттуда на Кипр, затем на Британские Виргинские острова, и финальной точкой часто становились компании, владевшие недвижимостью в России. Кто стоял за этими компаниями, установить невозможно, потому что офшорные юрисдикции не раскрывают бенефициаров. Но география и временные рамки совпадали слишком точно, компании регистрировались в те же годы, когда Танаев подписывал ключевые постановления по Кумтору, а недвижимость приобреталась сразу после его переезда в Москву. Но настоящий вопрос не в том, сколько денег получил Танаев, это вопрос для следователей и адвокатов, которые никогда не получат ответа, потому что главный фигурант мертв. Настоящий вопрос — кто выиграл от всей этой истории? Кому было выгодно, чтобы режим Акаева пал, архивы сгорели, а ключевые свидетели разбежались по миру?
И самое важное, кто контролирует Кумтор сегодня, после национализации 2021 года? Официальная версия звучит красиво: народ Кыргызстана вернул себе национальное достояние. СНТР потеряла контроль над рудником после многолетней борьбы, правительство Садыра Жапарова национализировало месторождение, и теперь прибыль остается в стране. 100% акций рудника принадлежат государству, золото продается напрямую на международных биржах, деньги идут в бюджет. Счастливый конец, торжество справедливости, победа маленькой страны над транснациональной корпорацией. Но стоит копнуть глубже, и картина становится мутной. Начнем с того, кто возглавил кампанию по национализации. Камчыбек Ташиев, глава Государственного комитета национальной безопасности, бывший оппозиционер, который в нулевых годах яростно критиковал Акаева и Танаева за продажу Кумтора. Человек харизматичный, жесткий, с репутацией борца против коррупции. Именно он в 2020 году возглавил комиссию по расследованию деятельности СНТР. Именно его люди в мае 2021 штурмовали офисы компании и захватили рудник. Ташиев стал народным героем, его портреты висели в кишлаках по всей стране. Но вот деталь, которую мало кто заметил: за 2 месяца до национализации Ташиев совершил несколько закрытых визитов в Москву. Официально, для консультаций с российскими коллегами по вопросам безопасности. Неофициально, встречался с представителями крупных российских горнодобывающих компаний, которые имеют опыт работы в Центральной Азии. А теперь смотрим, что произошло после национализации. Кыргызстан получил контроль над Кумтором, но не имел технологий и специалистов для самостоятельной добычи. Понадобились партнеры. И кто стал главным партнером? Российская компания, которая получила контракт на техническое обслуживание рудника, поставку оборудования и экспорт золота. Контракт закрытый, детали не публикуются, но источники в правительстве говорят, российская сторона получает 20% от прибыли. Кто конкретно стоит за этой компанией? Официально — группа инвесторов, неофициально — люди, близкие к российским силовым структурам. И вот тут круг замыкается. Золото, которое 25 лет уходило в Канаду, теперь течет в Россию. Сменились игроки, но игра осталась прежней. Садыр Жапаров, нынешний президент Кыргызстана, который пришел к власти в 2020-м на волне народного восстания, строил свою кампанию на обещание вернуть золото народу. Он сидел в тюрьме за попытку захвата рудника в 2013 году, стал мучеником в глазах избирателей, символом борьбы против олигархов. Но после прихода к власти его риторика изменилась. Национализация произошла, но народ не увидел обещанных миллиардов. 22 ноября 2021 года началось как обычное московское утро для Николая Танаева. Он проснулся в своей квартире на Рублевке около 8 часов, как всегда. Привычка просыпаться рано осталась с тех времен, когда правительственный «Мерседес» ждал у подъезда ровно в 8:05. Но теперь никакой «Мерседес» не ждал, никто не торопил, никаких срочных совещаний. Только тишина большой квартиры, где 75 квадратных метров заполнены мебелью из Италии, но почти всегда пусты от людей. Жена уехала к дочери в Стамбул еще в октябре, когда ковид накрыл Москву новой волной. Танаев остался один, по собственному выбору, как он объяснял близким, хотя те, кто знал его хорошо, понимали, это не выбор, а привычка человека, который всю жизнь держал дистанцию даже с самыми близкими. Он встал, прошел на кухню, поставил чайник. Движения медленные, осторожные, не от старости, а от усталости, которая накопилась не за ночь, а за последние 20 лет. Открыл холодильник, достал йогурт, посмотрел на дату, срок годности истек 3 дня назад. Усмехнулся, когда перестал следить за такими мелочами. Выбросил упаковку, налил чай, сел у окна. За окном ноябрьская Москва, серая, сырая, бесконечная. Он смотрел на нее и думал о Бишкеке, который покинул 16 лет назад и куда так и не вернулся ни разу. Телефон лежал на столе молча. Раньше он разрывался от звонков, министры, помощники, журналисты, даже президент иногда звонил напрямую. Теперь тишина. Последний звонок был вчера, дочь спрашивала про самочувствие. Танаев соврал, что все нормально,
хотя кашель не проходил уже неделю, а температура держалась на 37,5. Врачи говорили, нужно в больницу немедленно. Он отказывался. Больницы напоминали ему о последних месяцах при Акаеве, когда президент превратился в больного параноика, а министры шептались в коридорах о том, как долго протянет режим. Тогда Танаев еще верил, что у него есть план, что можно выйти из игры, не заплатив полную цену. Теперь, сидя у окна с чашкой остывающего чая, он понимал, цена все равно настигает, просто иногда нужно подождать 16 лет. В тот же день, но за 7000 километров к востоку, в кабинете Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана в Бишкеке происходило событие, о котором Танаев так и не узнает. Следователь Азамат Тактасунов открывал сейф, изъятый 3 месяца назад при обыске квартиры одного из бывших чиновников администрации Акаева. Этот чиновник, назовем его Эрмек, умер в августе от инсульта, и только после смерти его вдова согласилась передать следствию ключи от сейфа, который муж завещал никогда не открывать. Внутри лежало то, чего следователи искали 20 лет, оригиналы финансовых отчетов Центрголд за период с 2003 по 2005 год, настоящих отчетов, не тех, что публиковались для акционеров. Документы, которые все считали уничтоженными в мартовском пожаре 2005 года. Но кто-то вынес их из горящего архива, спрятал, хранил как страховку или как совесть, которую невозможно сжечь. Тактасунов читал страницу за страницей, и с каждой строчкой картина становилась яснее и чудовищнее. Центр добывала не 732 тонны золота, как указывалось в официальных декларациях, а минимум 920. Разница — 188 тонн драгоценного металла, которые исчезали где-то между рудником и швейцарскими хранилищами. По текущим ценам — 11 миллиардов долларов. 11 миллиардов, которые просто растворились в офшорных схемах, никогда не попав в государственный бюджет Кыргызстана. А на каждом отчете, легализующем вывоз золота по заниженным декларациям, стояла виза правительственной комиссии. Подпись председателя комиссии была размашистой, уверенной, узнаваемой даже через 20 лет, Николай Танаев. Но документы содержали не только цифры. На последних страницах лежала распечатка электронной переписки, письма между Танаевым и представителем Центр, человеком по имени Роберт Маккензи, который числился вице-президентом компании по связям с правительствами. Письма датированы январем 2004 года, незадолго до подписания ключевых постановлений. Маккензи писал по-английски, Танаев отвечал через переводчика. Тон переписки деловой, но между строк читается нечто большее. Уважаемый Николай Танаевич, мы высоко ценим вашу поддержку наших инициатив. Как обсуждалось на последней встрече, необходимые меры для обеспечения комфортного будущего вашей семьи уже приняты. Реквизиты высланы на указанный адрес. Танаев отвечал односложно: получено. Документы будут подписаны в срок. Тактасунов положил бумаги на стол и посмотрел на коллегу, сидевшего напротив. Молчали долго. Потом следователь спросил, что мы можем с этим сделать. Коллега пожал плечами: Танаев мертв. Акаев в России, экстрадиции не будет. Маккензи в Канаде защищен дипломатическим иммунитетом. Центр потеряла рудник, но выиграла арбитраж на компенсацию. Все остальные участники либо мертвы, либо неприкасаемы. Повисла тишина. Затем коллега добавил: но мы можем опубликовать. Пусть народ знает правду. Тактасунов покачал головой: а что изменится? Новые хозяева Кумтора делают то же самое, только через другие схемы. Российские компании вывозят золото по тем же маршрутам, что и канадцы. Сменились флаги на зданиях, но деньги текут туда же, в офшоры, подальше от народа, который умирает в кишлаках от отравленной воды. К вечеру 22 ноября Танаеву стало хуже. Температура подскочила до 39, кашель перешел в приступы, при которых не хватало воздуха. Он лежал на диване, укрытый пледом, и смотрел в потолок. Мысли путались, прошлое и настоящее смешивались в лихорадочном бреду. Вот он снова сидит в кабинете премьер-министра, перед ним лежит постановление номер 567, рука поднимает ручку, ставит подпись.
Вот он поднимается на трап самолета в аэропорту Манас, оглядывается на город в последний раз, и сердце сжимается от чего-то, что он не решается назвать раскаянием. Вот он открывает конверт с банковскими реквизитами, которые Маккензи передал через посредника, и понимает, теперь уже не отступить, теперь он связан цепью, которую не разорвать до конца жизни. Танаев знал, что умирает. Не от ковида, вирус был лишь последней каплей. Он умирал от той тяжести, которую нес 20 лет, тяжести молчания о том, что видел и делал. В последние годы его все чаще посещала мысль рассказать все, написать мемуары, назвать имена. Искупить хотя бы часть вины перед теми, кого предал. Но каждый раз, когда он садился за компьютер и начинал печатать, рука останавливалась. Не страх, хуже. Понимание бессмысленности. Что изменит его признание? Кого накажут? Акаев неприкасаем. Центр защищена международным правом. А те, кто пришли на смену, повторяют ту же схему под другими лозунгами. Признание Танаева лишь станет поводом для новых политических игр, где его используют как символ старой коррупции, чтобы оправдать новую. Он закрыл глаза, и перед внутренним взором всплыли лица. Президент Акаев — умный, образованный человек, который попал в ловушку власти и не нашел выхода. Министр финансов Тимур — честный технократ, которого система сломала. Аналитики, писавшие доклады о потерях бюджета, которые никто не читал. Активисты-экологи, которых он выставил из кабинета, отмахнувшись от их фотографий умирающих ледников. Жители кишлаков у подножия Кумтора, чьи дети пили воду с цианидом, пока он подписывал постановление об экологической безопасности. Все эти люди собрались в его угасающем сознании, молчаливой толпой окружили диван, на котором он лежал, и смотрели, ожидая ответ на вопрос, который он задавал себе всю жизнь: стоило ли? Семья Николая Танаева узнала о его смерти 23 ноября утром, когда соседка, обеспокоенная тем, что дверь не открывается, вызвала полицию. Его нашли на диване, с телефоном в руке, он пытался позвонить, но не успел нажать последнюю цифру. Официальная причина смерти — осложнение после ковида, острая дыхательная недостаточность. Кремация состоялась быстро, почти без церемоний. Жена и дочь не успели прилететь из Стамбула, границы были закрыты из-за пандемии. Урна с прахом стоит в московском колумбарии, табличка лаконичная, имя, 2 даты. Ни слова о том, кем был этот человек, какую роль сыграл в истории своей страны. Дочь хотела добавить надпись «Премьер-министр Кыргызской республики», но мать отговорила: зачем привлекать внимание, зачем бередить старые раны. Квартира на Рублевке опустела. Жена попыталась оформить наследство, но столкнулась с тем, что юридически квартира принадлежит офшорной компании на Виргинских островах, а Танаев был лишь арендатором. Счета в российских банках оказались пусты, деньги вывели за полгода до смерти, и куда они ушли, установить не удалось. Загородный дом зарегистрирован на подставное лицо, следы которого теряются в лабиринте корпоративных структур. Семья осталась без ничего, точнее, с тем, что официально заработал Танаев за годы работы в России на консультантских должностях, скромной пенсией и небольшими накоплениями, которых едва хватит на достойную старость. Миллионы, которые, по слухам, он вывел из Кыргызстана, растворились в той же тьме, куда исчезло золото Кумтора. Может, их никогда и не было, только подозрения, слухи, недоказанные обвинения. Или они есть, но спрятаны так глубоко, что даже семья не знала об их существовании. Но самое странное обнаружилось через месяц после похорон, когда дочь разбирала личные вещи отца, оставшиеся в квартире. В старом кожаном портфеле, которым Танаев пользовался еще в бытность премьером, она нашла флешку. Обычная флешка на 8 гигабайт, без опознавательных знаков. Дочь вставила ее в ноутбук, и то, что она увидела, заставило ее руки дрожать. Папки с документами, отсканированные страницы соглашений с Центр, финансовые отчеты, служебные записки, переписка. Тот самый архив, который считался уничтоженным в 2005-м. Танаев вывез копии, хранил их 16 лет, но так и не решился обнародовать. Зачем он их хранил? Как страховку? Как свидетельство для истории? Или как груз совести,
от которого не мог избавиться. Дочь сидела перед экраном, читала документы, и с каждой страницей образ отца, которого она знала как строгого, но любящего родителя, разваливался на осколки. Этот человек подписывал бумаги, зная, что крадет будущее у миллионов. Он брал деньги, пряча их в схемах, которые она, юрист по образованию, с трудом могла распутать. Он предавал страну методично, расчетливо, годами. Она закрыла ноутбук, достала флешку, долго держала в руке, взвешивая. Отнести следователям. Опубликовать. Уничтожить. Каждый выбор казался неправильным. Публикация похоронит память об отце окончательно, сделает его имя проклятием для семьи. Уничтожение значит стать соучастницей сокрытия правды. Передача следователям ничего не изменит, все виновные мертвы или недосягаемы, а документы используют как политическое оружие в играх, где правда не важна. Дочь положила флешку обратно в портфель, закрыла шкаф. Она не приняла решение, просто отложила его, как откладывала всю жизнь неудобные вопросы об источниках семейного благополучия. Флешка лежит там до сих пор, в квартире, которую семья так и не смогла продать. Иногда дочь думает о ней, но все реже. Жизнь идет, прошлое уходит в тень. Может, так и надо, хоронить правду вместе с мертвыми, чтобы живые могли дышать. А в Кыргызстане тем временем следователь Тактасунов пишет итоговый отчет по делу о коррупции при Акаеве. В отчете сухие факты, цифры потерь, имена причастных. В приложении копии тех документов из сейфа покойного Эрмека. Тактасунов знает, отчет ляжет на стол руководству, руководство прочитает, кивнет, положит в архив. Никаких судебных процессов не будет. Потому что если начать копать, окажется, те, кто сегодня правит, связаны с теми же схемами, только через других посредников. Кумтор перешел из рук канадцев в руки государства, но государство тут же передало управление российским компаниям на условиях, которые народ так никогда и не узнает. Золото продолжает уходить, только теперь в Москву, а не в Торонто. Президент Джапаров, пришедший к власти на обещаниях справедливости, подписывает постановление так же, как подписывал Танаев. Система не сломалась, она просто сменила вывеску. Что стало с теми, кто пережил Танаева и продолжил жить в мире, созданном его подписями? Следы ведут в разные стороны, но все они сходятся в одной точке, никто не понес наказания соразмерного преступлению. Оскар Акаев, экс-президент, кукловод всей кумторской схемы, живет в Москве в комфорте и безопасности. Ему 80 лет, он пишет мемуары, в которых изображает себя жертвой заговора и непонятого реформатора. О Кумторе в мемуарах глава на 3 страницы, где вся вина возложена на алчных министров, которых он не успел проконтролировать. Имя Танаева упоминается вскользь, как техническая деталь. Акаев дает интервью российским СМИ, его приглашают на конференции, называют отцом кыргызской демократии. Экстрадиции не будет никогда, Россия не выдает своих, а бывший президент давно стал своим. Камчыбек Ташиев, глава ГКНБ, архитектор национализации, герой народа, сегодня один из самых влиятельных людей Кыргызстана. Его портреты висят в государственных учреждениях рядом с портретом президента. Он построил систему безопасности, которая контролирует все, от границ до интернета. Рудник Кумтор формально национализирован, но реально управляется российскими компаниями, с которыми у Ташиева тесные связи. Золото течет, деньги оседают в офшорах, народ получает обещания. Ташиев богатеет, строит особняки, его родственники занимают ключевые посты в бизнесе. Все как при Акаеве, только флаг другой. Центр Голд потеряла рудник, но выиграла в международном арбитраже компенсацию на $3 миллиарда. Кыргызстан будет выплачивать эти деньги следующие 15 лет. Получается, страна заплатила за то, чтобы вернуть себе собственное золото. Абсурд, но такова логика международного права, написанного корпорациями для корпораций. Акционеры Центр получили свои дивиденды, CEO компании — бонусы. В Торонто никто не пострадал. Семья Танаева живет в Стамбуле, в скромной квартире, на пенсию и случайные заработки. Дочь работает переводчиком, мать на пенсии.
флешка с документами лежит в шкафу, забытая. Иногда дочь думает позвонить журналистам, но откладывает. Зачем ворошить прошлое, если оно все равно не изменит настоящего? Имя Танаева в Кыргызстане стало нарицательным, синонимом предательства и коррупции. Но конкретных приговоров нет, потому что судить мертвых бессмысленно, а живых опасно. А страна? Кыргызстан продолжает жить, как жил всегда, между великими соседями, которые тянут одеяло каждый на себя. Кумтор работает, золото добывается, но народ так и не увидел обещанного процветания. Ледник Давыдова исчез окончательно к 2023 году, на спутниковых снимках на его месте грязное озеро. Реки несут цианид в Иссык-Куль, жители прибрежных сел болеют раком чаще, чем в среднем по стране. Экологи бьют тревогу, правительство публикует отчеты о соблюдении стандартов. Дети в кишлаках пьют воду, не зная, что в ней растворено наследие тех решений, которые Танаев подписывал 20 лет назад. Золото в недрах Кумтора осталось, по оценкам, на 5-7 лет добычи. К концу 20-х годов месторождение выработается полностью, останется гигантский карьер, токсичные хвостохранилища, разрушенные экосистемы. И вопрос, на который нет ответа, стоило ли? Стоили ли те миллиарды, большая часть которых ушла в карманы чиновников и иностранных корпораций, той цены, которую заплатила земля? Стоила ли комфортная жизнь Танаева в Рублевке тех жертв, о которых он знал, но предпочитал не думать? Но главный вопрос остается открытым, как незаживающая рана на теле страны: кто на самом деле стоял за всем этим? Кто был настоящим бенефициаром той цепи предательств, которая тянулась от 1997 года до сегодняшнего дня? Акаев. Но он лишь подписал первое соглашение, а систему создали другие. Танаев. Но он был исполнителем, пусть и жадным. Центр. Но корпорация просто играла по правилам, написанным не ею. Или это сама система глобального капитализма, где маленькие страны с большими ресурсами обречены быть дойными коровами для тех, у кого больше оружия, денег и адвокатов? И почему правда до сих пор скрыта в архивах, на флешках, шкафах, в памяти людей, которые боятся говорить? Почему ни один из главных виновных не сидит за решеткой, не отдает награбленное, не просит прощения у народа? Ответ прост и страшен, потому что те, кто пришли им на смену, делают то же самое. Потому что судить предшественников значит создавать прецедент, по которому однажды судят тебя. Потому что золото Кумтора — это не история о коррупции конкретных людей. Это история о том, как устроен мир, где природные ресурсы бедных стран становятся прибылью богатых. И пока этот мир не изменится, будут новые Танаевы, новые Акаевы, новые соглашения, за которыми стоят миллиарды украденного будущего. Флешка в шкафу стамбульской квартиры хранит ответы. Архивы ГКНБ в Бишкеке хранят ответы. Сейфы московских особняков и торонских офисов хранят ответы. Но кто откроет эти тайники? И главное, кто осмелится назвать имена тех, кто сегодня сидит в кабинетах и продолжает подписывать те же бумаги, что подписывал Танаев? Или правда о Кумторе так и останется полуправдой, где все известно, но ничего не доказано, где виновных знают, но не судят, где народ понимает, что его обокрали, но бессилен что-либо изменить? История Николая Танаева — это не история одного человека. Это зеркало, в котором отражается целая эпоха. Эпоха, когда постсоветские республики искали свое место в новом мире и находили только новые формы колониализма. Когда демократия оборачивалась олигархией, а национальные интересы продавались на торгах, где у народа нет голоса. Танаев умер в московской квартире, унеся с собой секреты. Но секреты эти живы, в документах, в памяти, в отравленных реках и исчезнувших ледниках. И пока кто-то не осмелится вскрыть эту гробницу лжи, пока кто-то не назовет вещи своими именами и не потребует справедливости, история будет повторяться, только с другими лицами и под другими лозунгами. Золото Кумтора уйдет. Через 5, 7, 10 лет месторождение опустеет. Но вопросы останутся. И они будут звучать в каждом